Здравствуйте, дорогие друзья! На сегодняшнем видеоуроке мы продолжаем наш разговор о кыргызских падежах. Жатыш жөндөмү – местный падеж. Обозначает местонахождение предмета. Отвечает на вопросы кимде – у кого, эмнеде – у чего, в чем, кайда – где. Образуется форма местного падежа при помощи окончаний «да», «де», «до», «дö», если основа слова заканчивается на гласную или звонкую согласную. И при помощи окончаний «та», «те», «то», «тö», если основа слова заканчивается на глухую согласную. Приведем пример. Жайында мен жайлоодо эс алдым. Летом я отдыхал на жайлоо. Слово «жайлоодо» стоит в местном падеже «жатыш жөндөмү» и образовано при помощи окончания «до», потому что основа «жайлоо» заканчивается на гласную. Уна коrodо турат. Машина стоит во дворе. Где стоит машина? Уна кайда турат. Можно задать вопрос «кайда» или «кайсы жерде» – «где?». Слово «коrodо» находится в этом предложении в «жатыш жөндөмү» и образовано при помощи окончания «до», потому что основа «коро» заканчивается на гласную. Бермет азыр жумушта. Бермет сейчас на работе. Бермет кайда. Где? Жумушта. Жумушта образована при помощи окончания «та», потому что джумуш заканчивается на глухую согласную. В примере «документтер сейфте жатат». Документы лежат в сейфе. Кайда жатат. Где лежат? Сейфте. Это слово образовано при помощи окончания «те», потому что основа заканчивается на глухую согласную. Чыгыш жөндөмү – исходный падеж. Обозначает место, откуда исходит действие. И отвечает на вопросы кимден – от кого, эмнеден – из чего, кайдан – откуда. Образуется исходный падеж при помощи окончаний дан, ден, дон, дön, если основа заканчивается на гласную или звонкую согласную. И при помощи окончаний тан, тен, тон, тön, если основа заканчивается на глухую согласную. Рассмотрим примеры. Мен досумдан кат алдым. Я получил письмо от своего друга. Досумдан, кимден, от кого? Это слово образовано при помощи окончания дан, потому что основа заканчивается на звонкую согласную «м». Арман үйдөн келе жатат. Арман идет из дома. Кайдан келе жатат. Үйдөн. Откуда он идет? Из дома. Слово «үйдөн» образовано при помощи окончания «дön», потому что основа заканчивается на «и» краткую. Мен университеттен чыктым. Я вышел из университета. Мен кайдан чыктым. Откуда я вышел? Университеттен. Слово «университеттен» стоит в исходном падеже чыгыш жөндөмү и образовано при помощи окончания «тен», потому что основа заканчивается на глухую согласную «т». Бул кайык жыгачтан жасалган. Эта лодка сделана из дерева. Бул кайык эмнеден жасалган. Из чего она сделана? Жыгачтан. Жыгачтан образована при помощи окончания «тан», потому что основа заканчивается на глухую согласную «ч». Бул сөздүн маанисин сөздүктөн билдик. Мы узнали значение этого слова из словаря. Эмнеден билдик. Из чего узнали?
сөздіктен білдік из словаря. Это слово сөздіктен образовано при помощи окончания «тен», потому что основа заканчивается на глухую «т». Итак, мы завершили разговор о кыргызских падежах. Узнали, что они обозначают, на какие вопросы отвечают и как они образуются. Материалы для наших видеоуроков были взяты из учебника Гульмиры Дюшеевой «Кылым карыткан тиль». С вами была Гульнара Намазбекова. До новых встреч!